Вообще, я слышал, что самый большой лес в Казахстане – это площади Саксаульником. Саксаул – это же не дерево, это Что это? куст. Я здесь с вами, Сабр. Поспорю? Поспорю, да. Давайте поспорим. Может быть, мы зря, да, пытаемся сохранить лес? У нас есть другой лес, Саксаульник, который будет по всему Казахстану теперь расти. Борьба с опустыниванием – это одна из адаптационных мер. Потому что $1, потраченный на предупреждение ЧС, он тебе спасает $10. Каждый человек должен помнить, что каждое его действие, они имеют долгосрочные последствия. Хорошие или плохие? Нужно действовать проактивно. То есть до того, как что-то случилось, нужно что-то делать. Что бы ни случилось. Леса – это легкие нашей планеты. Чем чище наши легкие, тем чище наш воздух, да? Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш подкаст, который называется «1,5 градуса». Следующая тема, которую мы хотели бы обсудить, это у нас опустынивание, леса, вопросы изменения климата, связь этих двух вещей. И основная, наверное, повестка – это как изменение климата влияет на эти сектора. Правильно говорить, лесной сектор – это у нас, да, на это влияет, а опустынивание тоже, наверное, является одной из проблем, которая тоже влияет на лесной сектор. Да? Мы хотели бы обсудить с моими коллегами, с которыми мы уже давно знакомы, вместе много проработали, и хотели бы в такой обстановке пообщаться. Давайте представимся. Всем привет, меня зовут Сабр Асылбеков, я работаю в GIZ, это Германское общество по международному сотрудничеству. Я являюсь советником по изменению климата. Вот. Мой проект называется «Управление климатическими рисками в Центральной Азии». То есть сейчас я полностью работаю в адаптации к изменению климата. Хотя до этого много лет работал в другом направлении. Митигация, в сокращении выбросов. Получается, здесь у нас человек справа занимается адаптацией, человек слева, можно сказать, занимается митигацией. Это у нас Дана. Можете представиться. Добрый день, уважаемые слушатели. Саулет, Сабр. Меня зовут Дана Касенова. Я работаю в АО «Жасылдаму» в департаменте инвентаризации парниковых газов. Я главный менеджер в секторе землепользования, изменения землепользования и лесное хозяйство. Это же как вот сокращается, как ЗИЗУК, да. ЗИЗУК, да? Больше сейчас же все любят иностранные слова. Да. Все любят люлюсьев. Да, кстати, да. Да, все любят люлюсьев. Да. Поэтому все, наверное, знают, что наша организация является оператором углеродных единиц. Вот, в действительности сегодня актуальная тема, которая сейчас у всех на слуху. Согласен, да. Но вообще, в целом, давайте попробуем сформулировать нашу тематику. Есть ли у кого-то вот понимание, вот лично для меня, поскольку я вырос вот в Павлодаре, родился, леса – это вот прям не сильно, что меня как бы сопровождало всю мою жизнь. Я их видел мало, этих лесов. Единственные леса, которые я видел, лично я, это вот Кустанай, где вот Аман-Карагай, там был, кстати, пожар года 3-4, да, наверное, назад. И я был вот в этих лесах, они были такие прям леса-леса, то есть прям много лесов. Другие леса, которые я в своей жизни плюс-минус видел, это вот ленточные бары в Семипалатинске, тоже было очень интересно, и ты заходишь и прям в лес. Там, правда, там сосны, там более-менее видно, пространство есть, да? А вот такой лес, чтобы, который как стеной стоит, я почти не видел нигде в Казахстане. И вот все считают, что леса – это вот это. Но на самом деле в Казахстане есть другие леса, да, есть там много всяких названий, есть лесопокрытые территории, не лесопокрытые территории, на которых как бы был лес, но теперь его нет. Но он все равно считается лесной фонд, да, правильно же? Да. Или есть такая территория, которая как бы планируется как лес, да, или он будет там расти там, и так далее. Вот есть какие-то вот примерные понимания, да, определения. Вот, я слышал такую цифру, что у нас в Казахстане примерно 6% лесов. Это правильно, да? Нет, на сегодняшний день, согласно статистике лесного комитета, у нас сейчас лесистость лесов 5%. 5%. Да. Не 6, я на процент, получается, ошибся. Да, в некоторых источниках я видела и 7, и 8 даже процентов. Да. Но это не есть правильная цифра, поэтому это непосредственно наша цифра в плане того, что мы на нее упор делаем, поэтому лесистость лесов Казахстана составляет 5%. Это вы упор делаете, когда вы делаете инвентаризацию? Да, все верно. Когда мы описываем
свою инвентаризацию и лесопокрытость территории Казахстана, потом сколько запас древесины, площадь вообще лесов. Гослесфонда. Инвентаризация у нас, как вы знаете, ведется именно на территории Гослесфонда. Мы не охватываем частный лесной фонд, но его всего немного, там 1017 гектаров всего. Вообще, я слышал, что самый большой лес в Казахстане – это площади с саксаульником, где у нас саксаул растет. Это, получается, какая территория? Какая территория Казахстана? Да, ну, в смысле, какие-то области. Да, в действительности площадь распространения саксаула наибольшая из всех лесных пород, которые включает инвентаризация Казахстана. Это около 7 миллионов гектар площадью. И основное расположение, это получается Туркестанская, Кызылординская области. Ну, смотрите, начнем с того, что вот Саулет сказал, что саксаул не воспринимает как лес, да? Как лес, да. Это правильное восприятие, потому что саксаул – это же не дерево, это куст. Да нет, я видел саксаул прям большой, как дерево. Я здесь с вами, Сабр. Поспорю? Поспорю, да. Давайте поспорим. На самом деле, я хочу сказать, в нашей инвентаризации мы ведем разделение на хвойные, мягколиственные, твердолиственные, саксаульники, кустарники и прочие. Саксаул, когда мы свою инвентаризацию делаем, мы делим ее, получается, сделали допущение и на региональном, как я уже сказала, уровне, да, мы ее разделили на хвойно-лиственные, туда входят еще кустарники, да, и саксаул мы отдельно выделили. Okay. Я не спорю с вами, что саксаул кустарник, но он сейчас больше относится к древесному. Потенциал поглощения у саксаула маленький. Намного меньше, чем у дерева, но больше, чем у кустарника. Окей. Вот поэтому и, наверное, саксаул не воспринимается прям как... Да, я согласен, да. Вот, например, если может быть, мы зря, да, пытаемся сохранить лес, у нас есть другой лес, саксаульник, который будет по всему Казахстану теперь расти. Нет, проблема саксаулов – это их низкая приживаемость. Точнее, это не проблема саксаулов, это проблема регионов, в которых их высаживают. Кызылординская область. Там установили норматив приживаемости 30%. То есть из 100 саженцев у тебя 30% становятся взрослыми. Да, это считается норма. На севере, допустим, в Казахстане там 75-80, потому что... Для обычных деревьев. Да, у них 30%. Вот это вот основная проблема. Есть еще вариант, то, что саксаул, он еще задерживает песок. Потому что я лично видел, я был на Арале 2 раза. И я когда поехал туда, я увидел страшные вещи. Например, я видел, как пустыня, вот этот движущийся бархан, да, опять я говорю о том, что это пустыня, но окей. Он, когда движется, он за что-то хватается. Например, за строение. То есть, я видел засыпанный полностью аул, который называется Ахаспе, практически полностью засыпан песками. Я видел, как вот эти пески, они наступают, двигаются, и они захватили старое кладбище. То есть, они зацепились, и там просто вот эти торчат луна, вот эта мусульманская, да? Это прям страшно, да? Но и вот саксаул один из тех, получается... природных кустарников, да, пусть будет, или деревьев. Да, который может задерживать вот это наступление песка, то есть его высаживание позволяет закреплять пески, и чтобы они не двигались и не проходили. Да, вот это важно. Тоже важная штука. Еще важно отметить, что почему именно саксаул, потому что кроме саксаула, по большому счету, ничего и не растет там больше. Я думаю, израильтяне с тобой это поспорят. Окей. Очень интересно. Недавно была конференция сторон. Вообще, они все недавно были, на самом деле. Вот конференция сторон по опустыниванию, конференция сторон по биоразнообразию, конференция сторон по изменению климата. И отчетность в целом для непрофессионалов этой области, она немножко похожая друг на друга, да, каждый заботится, конечно, о своей территории, но для профессионалов это, конечно, сильно разные вещи. И вот на тех же конференциях сторон сейчас начинают договариваться о таких вещах, как важность интеграции, да, вот этих всех 3 подходов: опустынивание, там, леса, изменение климата в одну систему, не в одну, а реализация каких-то совместных проектов, чтобы на экосистемном уровне решать проблемы. Да? Мы сейчас до того, как начать записывать, начали говорить, например, что есть такая конвенция по мигрирующим видам. Это животные, которые мигрируют, да? Те же фламинго, или птицы, которые на юг, на север летают. Они могут быть в одной стране
в Красной книге, а могут быть в другой стране не в Красной книге, да, и там охота может быть разрешена, да, и как бы поэтому нужна вот эта конвенция, которая может защищать вот этих птиц. Но получается, что вот эти глобальные конвенции, они должны учитывать вот эти трансграничные коридоры, создавать какие-то, может быть, заповедники на пути миграции и прочее. И вот этот вот момент тоже очень важный. И мне бы вот хотелось понять, в целом, я знаю, что вот сейчас на ближайшей конференции сторон по опустыниванию выделили такой достаточно весомый, с одной стороны, очень большой вклад, да, в сохранение биоразнообразия, в сохранение окружающей среды, в борьбу с деградацией почвы. Почти порядка 12 миллиардов долларов создали фонд, из которого можно получать ресурсы на борьбу с деградацией земли. И в целом этот фонд, может быть, в том числе деньги из него, вот эти ресурсы могут быть использованы в Казахстане, как мне кажется. Вот на что бы вот каждый из вас, на что бы вот обратил внимание, куда можно было бы направить вот эти ресурсы, на какие исследования, может быть, на какие проекты или еще что-то, вот как вы думаете? Я бы сначала хотел вот про связь поговорить вот этих вещей, вот опустынивание, леса, изменение климата, как они взаимосвязаны. Например, самая большая угроза для лесов – это пожары. Когда случается пожар, весь углерод, который хранился в этих деревьях, он уходит. Один к одному? Уходит в атмосферу, и получается у нас увеличение парниковых газов. Да. То есть вот так вот связано. Если у нас будет много лесов, соответственно, они будут поглощать. Классно. Да, интересно. Опустынивание, да. Борьба с опустыниванием – это одна из адаптационных мер. То есть, как мы говорили, у нас есть митигация, у нас есть адаптация. Вот. Получается, если мы будем бороться с опустыниванием, больше будет пригодных земель, больше экономической активности на этих землях. Вот. Это вот поэтому очень связано. Я думаю, это важно, понятно, чтобы люди понимали. А куда теперь, какая вот проблема ты видишь, которую нужно решать? Вот, например, тебе сказали, Сабр, у нас есть 12 миллиардов долларов. Мы готовы выделить ресурсы на проект, который ты считаешь важным и нужным. Естественно, при условии подготовки определенных документов. Вот тебе кажется, что самое важное может оказаться вот в этой связке? Хороший вопрос, да. потому что идей много, да, вот так вот, чтобы выбрать какую-то одну, очень сложно. Но я вот в последнее время за интеграцию центральноазиатскую. В общем, с тех пор, как я работаю в проекте, который учитывать несколько стран. Несколько стран, да. Я начал больше понимать, насколько важно работать всем вместе. Мы постоянно говорим, что изменение климата не имеет границ, там, все такое. Но вот когда непосредственно сталкиваешься, понимаешь, насколько важно. У нас все страны стараются, но недостаточно стараются, чтобы объединить свои усилия. Вот, я думаю, какой-нибудь проект вот такой должен быть. Да, региональный, да? Региональный, обязательно региональный. Например, ты начал говорить? Например, по борьбе с опустыниванием. Для многих, что такое пустыня, да? Для многих это вот дюны. Да. Да, там, не знаю, там еще какие-то там Сахара, да, барханы, вот это все. Определенная эстетика в этом есть, да? Да. Но на самом деле очень интересный факт, что самой большой пустыней в мире считается что? Антарктида. Правильно, Антарктида, да, она считается пустыней фактически, потому что там очень мало осадков, влажности мало, и это считается пустыней, да. Бывают каменистые пустыни, бывают глиняные пустыни, бывают песчаные пустыни. Вот у человека, когда вы спрашиваете, у него всегда возникает в голове вот эта вот песчаная, да, пустыня. Но на самом деле пустыни, они все разные все бывают. Верно. У нас в Казахстане, например, наверное, одна из самых больших, это вот Бетпакдала. Да, она тоже пустыня считается. И один раз, я помню, приезжал международный эксперт, он долго стоял, вот казахстанская карта большая висела, он такой стоял, смотрел, говорит, почему вот здесь никто не живет? Там, где вот Сатпаев, Джесказган, там мало да, городов получается в середине. Я говорю, потому что там Бетпакдала, это пустыня, как бы там очень тяжело жить, как бы строить города, там очень сложная для приспособления, да, земля. И как бы вот поэтому есть такая проблема, и исторически так сложилось, что там меньше людей живет, оседло, скажем так, да, но там хорошо развивается животноводство, потому что там есть какая-то растительность, которую едят, и там большое количество фермеров. И самая важная, наверное, проблема, которую несет опустынивание, это снижение продуктовой
независимость, или как правильно сказать? Продовольственная безопасность. Да, продовольственная безопасность, да. Это самая большая проблема, потому что, к сожалению, мы мало производим продуктов питания, у нас вроде как датируется сельское хозяйство, но как бы если вы пойдете в магазин, то вы очень мало увидите продуктов казахстанских, произведенных именно сельскохозяйственных. Это мы ограничиваемся кисломолочкой, молочкой, хлеб, может быть, немножко макароны, да? А вот других продуктов почему-то нет. Недавно буквально мы съездили на семинар Ташкент, да. Тоже в Ташкент. И вот там хороший был в действительности семинар. То, что вы сейчас говорите, там было объединение, синергия 3 конвенций. Конвенция по изменению, рамочная конвенция по изменению климата, биоразнообразие и вот КБО, это по борьбе с опустыниванием. И вот там основным словом была синергия. Синергия – это как бы объединение всех 3 конвенций. И в действительности изменение климата как бы во главе, да, и вот эти как последствия уже опустынивания, там, биоразнообразию, с биоразнообразием проблемы. Это, мне кажется, это все одна конвенция должна быть. Потому что климат – это главный природообразующий фактор, да, по сути. Это одна, и вот это ветки, которые вытекают с вот этой. И мне кажется, если бы это была бы одна конвенция, она бы работала эффективнее. Это почти нереально, потому что вопросы разные. Так как я эксперт по землепользованию, мне непосредственно нужно помимо лесов, там у меня все виды, все категории землепользования, поэтому я все должна в скопе знать. Я думаю, что вот эти 3 конвенции между собой плохо тесно не соприкасаются. Да. В идеале они, по идее, должны быть очень тесно, но они не соприкасаются. Каждый работает в своем направлении. А если... И вот на данном семинаре нам показал, что если все 3 конвенции будут вместе работать, будет достаточно хороший эффект. И вот как раз-таки вот эти 12 миллиардов можно было бы не впустую потратить, а целенаправленно. Например, мы могли бы сделать проект, в котором решаются проблемы как опустынивания, так и изменение климата и биоразнообразия. Да? Например, это может быть какая-то модельная территория или модельный проект, который бы вот все 3 вот этих начала как бы объединил и попробовал решить одну комплексную задачу, да, где-нибудь. Да, я думаю, что все зависит от угла, точка зрения зависит, да, от того, под каким углом ты на это смотришь. Например, во многих странах существует министерство по изменению климата. Прям так? Прям так. Да. Например, в Пакистане, да. То есть вот во главе угла у них ставится изменение климата, и уже потом все действия, будь то опустынивание, биоразнообразие, они все привязаны к изменению климата. Интересно, да? Вот, да. Вообще, интересный факт, когда я начинал только работать, я вот пришел на работу, стажер, даже компьютер не умею включать. И пришел, и мне говорят, ты должен сделать вот такую диаграмму. И там было вот эти как раз 3 конвенции нарисованы. И как они друг к другу соприкасаются, что они делают. Я эту диаграмму дней 10 рисовал, наверное. Потому что не умел с компьютером работать. Но самое интересное, что там в этот момент проходила большая конференция. Помните, Орхусская конвенция есть? Да. И вот эта Орхусская конвенция по доступу к экологической информации, которая пыталась вот эту синергию наладить. И я помню, даже был такой документ, зеленой такой большой каемкой, и на ней было написано Орхусское соглашение, там синергия международных экологических конвенций. И как Казахстан выступал как раз с идеей, что нужно все это смотреть в одном как бы ключе и все прочее. Это очень интересно, как это сейчас совпадает. Сейчас мы об этом говорим, а тогда, когда я начинал работать, это тоже было, по идее. Вот. Теперь давайте попробуем вернуться к лесам. Да? Вот вы занимаетесь инвентаризацией парниковых газов. Инвентаризация – это у нас расчет, сколько выбросов парниковых газов в Казахстане образуется, да, за определенный период времени. И поглощений. Вот, да. И второй факт, который там есть, это поглощение. То есть леса, как мы все со школы знаем, и я уверен, любого человека спросишь, что делают леса, они сразу говорят, они выделяют кислород и поглощают СО2, да? Все это вбили в голову, и все это знают. Еще поглощают земли в какой-то части, и какие-то земли, наоборот, выбрасывают, да? Вот можете рассказать немножко поподробнее, там, какая ситуация вообще вот с поглощением? Как вы знаете, да, мы... Россельдому ежегодно представляет в секретариат РКИК ООН национальный доклад по парниковым газам. Этот доклад включает в себя 5 секторов экономики. Ну, мы опустим эти все 5. Сейчас мы именно мой сектор землепользования, изменение землепользования или ЗИЗ, коротко говоря. В данный сектор ходит, как почему-то все ассоциируют в действительности с лесами.
На самом деле, это почему он называется, он в конце называется и землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство. На самом деле, там туда включены все категории землепользования. Получается, лесное хозяйство, возделываем земли, туда входит пашня. У нас пашня все в обороте, я расчет делаю все в обороте, которые находятся, и на залежах. Это тут в категории возделывания земли. Это то, что отдыхает, да? Да, что на отдых уходит, да, все верно. Потом пастбищные по МГИ, по руководящим принципам МГИ 2006 года, эта категория называется грязланд пастбища. У нас она пастбище и сенокосы в Казахстане. На самом деле у нас есть такие угодья, как сенокосы, они составляют около 5 миллионов гектар. Потом пастбище, есть категория водно-болотные угодья, да, ВБУ, поселения и другие земли. Другие земли это такие, все спрашивают, что за другие земли. Другие земли, туда входят скалы, где это углерода как такового априори нету. То, что не поглощается. Но вы его все равно считаете? Да, обязательно его. Как территорию, да? Да, обязательно. Почему мы ее считаем? Потому что наш сектор, данный сектор, он перед тем, как начать ему расчеты, вообще вот эти выбросы, поглощения посчитать, мы должны сделать матрицу землепользования. То есть для чего она вообще нужна? Я уже, наверное, всю неделю об этом говорю. И еще раз повторюсь о том, что данная матрица землепользования необходима обязательно, чтобы не было двойного учета. Почему? Потому что земли имеют свойство переходить с одних категорий в другие. И чтобы, если мы учли категории в той же остающейся категории, это, допустим, леса бывают остающиеся категории, и они могут переходить в другую, как в пастбище. Например, сельскохозяйственную. Да, все верно. Сельскохозяйственную, также и пастбище, как разменное на сегодняшний можно день. Можно его 3-4 раза посчитать одну и ту же территорию, да, грубо говоря. Вот здесь может произойти двойной учет. То есть накладка. Или можно много выбросов посчитать, или много, наоборот, поглощений посчитать. Да. Она нужна, чтобы не было двойного учета. Потом был вопрос от вас, какие на сегодняшний день ключевыми категориями в Казахстане являются в секторе землепользования являются лесные площади, возделываем земли и пастбища и сенокосы. К нашему сожалению, данный сектор на сегодняшний день не поглощает и является эмиттером. Виной тому злая категория возделываемой земли. Возделываемые земли на сегодняшний день выбрасывают около 40 миллионов тонн СО2. Потому что неправильно используется. Да, вот буквально недавно я думала, почему фермеры неправильно, элементарно не соблюдают севооборот. Мы были на семинаре с фермерами. Как раз я была среди фермеров, оказалось. Тогда мне объяснили сами фермеры, потому что земля дается в аренду. И этот фермер, допустим, год-два он высадил, теперь он же и дает эту землю, оказывается, в аренду. То есть им нужно... Каждый фермер пытается... вот это время свое. Нет, они не соблюдают никакой севооборот. Он должен вытащить с этой земли максимум урожая, чтобы потом через 2 года, потому что он сменится. Поэтому и не соблюдается этот севооборот. Элементарно, если фермер будет соблюдать этот основной, наверное, даже сейчас... Основной и самый простой, да? Да, самый простой. Это просто севооборот, да? Это самый простой метод. Если сейчас говорят о углеродное земледелие, да, это наша инициатива Казахстана, да, карбонового земледелия. Там очень много методов, это no-till, mini-till, да, мы говорим. А если фермер даже будет элементарно, я подумал, если он будет севооборот соблюдать, это уже какой шаг вперед. Это как минимум 50% сокращения сразу. Это, потому что у тебя есть 50% распахано, а 50% не распахано, да, и половина как минимум. Да, и если это будет соблюдаться, я думаю, наше в ближайшее время, допустим, наша эта категория, которая выводит этот сектор на сток, я думаю, она даст свои результаты. Конечно. Как вы говорите, у нас есть разные категории земли, нужна матрица землепользования, в которой все земли внесены. Да, это какая-то ГИС-система, да, наверное? Нет, это не ГИС-система, это в действительности статистическая отчетность по каждой категории, допустим, сколько составляют леса на сегодняшний день, сколько составляет возделы земли, сколько составляет пастбища, это все по площадям. А нельзя использовать для этого, например,
не знаю, в то же время были доступны спутниковые снимки уже, и, возможно, все это отснято, и, может быть, как-то можно их дешифровать и понять, или это сложно? Саулет, вы абсолютно в правильном направлении. В этом году, когда вот ПРООН презентовал BTR, как раз таки приезжал эксперт именно по землепользованию. И вот он мне показал в Google Map с 60-го года, оказывается, да, можно... снимки, да, и вот твою вот эту до площади, вот сколько, как она менялась, куда она перешла, он мне прям открыл и показал. И я надеюсь, следующая инвентаризация, да, с помощью вот этого Google Map, и можно завести, я думаю, более точные данные и представить уже, когда мы инвентаризацию будем, как раз-таки по лесам, как вот в этом году отчетный период, все лесники, как вы знаете, таксацию делают, но на сегодняшний день в Казахстане, кстати, таксация очень хорошо развита. В плане того, что данные не как в других странах десятилетние бывают, да. Вот, допустим, недавно, когда был эксперт с Украины, тоже он мне помогал с инвентаризацией, он тогда говорит, у вас вообще в Казахстане хорошая по лесам таксация, данные. Почему? Потому что у нас мы каждые 10 лет всего лишь получаем данные. А у нас, получается, полные данные через 5 лет. Вот 23-й год как раз-таки будет полное, можно будет узнать. Цикл произойдет, да? Цикл произойдет, да. В этом году, получается, данные я получу, и я точную, получается, оценку поглощения наших лесов. Мы улучшим чуть-чуть точность нашей инвентаризации, да? Да, и потому это что... поможет в прозрачности. Может быть, как раз вот на этом можно выделить какие вот эти ресурсы из вот этих 12 миллиардов, да, на такой проект. Это было вообще... Да. Окей. Да, можно было бы, например, сделать исследование Земли, да, взять везде вот эти все анализы вот этой почвы, посчитать везде углерод, и у вас будет как минимум сэмплы. Ну, вообще, в целом, я просто думаю, что нужно делать упор на борьбу с ЧС, да, чрезвычайными ситуациями. Вот в Казахстане в этом году создали комитет по предупреждению ЧС. Да. Вы знаете, как... Это пожары, да? Да, пожары, связанные с человеческими изменением жертвами. климата. Были человеческие жертвы, во-первых. Было сильнейшее наводнение. Были сильнейшие пожары. Да. Просто смотрите, как работают МЧС. Они работают реактивно. То есть что-то случилось, они реагируют. Да. Вот. Но нужно действовать проактивно. То есть до того, как что-то случилось, нужно что-то делать. Поэтому и создали комитет. Чтобы не случилось. Чтобы не случилось, да. Вот. Потому что $1, потраченный на предупреждение ЧС, он тебе спасает $10. Мы, кстати, вот недавно, некоторое время назад были в Абайской области и Восточно-Казахстанском, мониторили. Была миссия с международными организациями и посольствами, которые в Казахстане работают. И мы выходили навстречу семье Урмана. Да. И там директор семьи Урмана, он рассказывал о том, в чем у них есть нужда сейчас после как раз этих пожаров. Они сейчас устанавливают какие-то, по-моему, швейцарские датчики на специально. Вот у них есть вышки, с которых они следят. Раньше они смотрели просто через бинокль, искали дым и все прочее. Сейчас у них появились, во-первых, дроны. И говорят, это прям очень сильно нам помогло, потому что ты намного выше поднимаешь, и ты можешь быстрее заметить. Плюс на дронах они установили тепловизор. То есть им помогли и установили туда тепловизоры. И даже если дыма нет, но они видят, где, вот, например, очень там, горячая точка и так далее. И сейчас они начали устанавливать вот эти автоматические вышки, в которых не только человек смотрит, но и оборудование, да. Вот. Но человек все равно там есть, который следит, он приходит, залазит на эту вышку, смотрит и так далее, и сообщает. И вот у них сейчас одна из самых больших проблем – это вот как раз побольше таких вышек поставить для того, чтобы защитить от начинающегося или возможного пожара вот эту территорию. А как вот мы уже говорили, по-моему, раньше, что пожар – это основная часть, на которой изменение климата, точнее, это одно из последствий изменения климата. Даже вот я своим детям, когда объяснял, почему нельзя выбрасывать мусор, да, в лесу, даже вот просто на дороге, да, который лежит, у нас очень сухое лето, у нас трава, которая вспыхивает мгновенно, да. Вот ты выбросил, например, стеклянную бутылку, даже пластиковую бутылку, да, прошел дождь, туда попала вода, осадок осел. Получилась, плюс-минус чистая вода, да, внутри этой бутылки. Завтра солнце взошло, и оно как линза
начинает поджигать там траву, да, вот, ну, вот как все с лупой же делали, вот концентрация, да? Да, и может воспламениться просто от того, что ты бросил в бутылку. Ты даже не зажженная там, не знаю, ни сигарету, ни спички, там, бензин там, или еще что-то, а просто бутылка лежит, обычная бутылка, да, стеклянная или пластиковая даже, легко загорается, это очень опасно. Вот, поэтому с этой точки зрения нужно проводить работу с людьми и объяснять, что вы не только просто загрязняете, да, многие думают, да ладно, тут все бросают. Ничего такого. Вы еще и можете вызвать пожар своими такими действиями. Да. А еще другая, вот, которая у нас мало изучена, я не знаю, у вас эта работа проводится, или, может быть, у вас это другая часть, как влияет изменение климата на леса, это у нас появляются новые типы вредителей. Все, вот леса, это да? Короеды, да? Короеды и так далее. То есть, вот если зона увлажнения смещается, да, у нас сейчас из-за изменения климата, как бы, грубо говоря, пустыня и полупустыня захватывают все больше территорий, происходит опустынивание, леса чуть-чуть отступают, да. И за вот этими, как бы, изменяющимися условиями природы идут те, скажем так, вредители, которые характерны для этих, да, и они могут, ну, грубо говоря, те короеды, которых не было, например, в нашем лесу, да, они могут появиться из-за изменившихся условий. Вот это интересно, как вот, есть мысли, такое происходит в Казахстане? Кто-нибудь изучает это или нет? Одна проблема заключается в том, что в Казахстане низкая стоимость на единицу. Да. Это вот большой барьер. Мне кажется, вот сейчас вот уже приняли стратегию нулевую, которая до углеродной нейтральности до 60-го года. Да. То есть стоимость углерода, возможно, из-за вот этих мер она будет расти. Там написано в этой стратегии, что она будет расти. Но она не растет. Но пока не растет. Да. А до 60-го года осталось всего 35 лет, да? Помню, когда я работал в Министерстве экологии еще, я встречался с представителем компании Shell. И он такой простой, ну, несмотря на высокую должность, он такой простой человек, он говорит, я, говорит, могу весь Казахстан засадить деревьями. Просто дай мне 3 вещи. 2 вещи. Типа, первое, это вот правило, ну, чтобы система торговли работала, без всяких там проблем. Четкие и понятные правила. Четкие и понятные правила. И вторая – это цена. Дай мне нормальную цену, чтобы мы могли посчитать. Ну, цену же рынок дает, не он. Ну, да. Цену определяет рынок. Понятно, цену определяет рынок. Вот если у тебя будет высокая цена, тогда люди пойдут. Пойдут сажать деревья, получать за них офсеты. Но пока, так как цена всего $1 за тонну СО2, это не рентабельно ни для кого. Но будем надеяться, что вот сейчас по Парижскому соглашению приняли наконец вот эту статью 6, да? Да. И будем надеяться, что она внедрится, заработается, и как бы интерес к этому появится, люди начнут делать, и появится какая-то конкуренция. Хотя самое смешное, да, чем больше будут делать сокращение выбросов парникового газа, тем дешевле они будут. Ну, вот с точки зрения того, что ты перенасытишь рынок. Да. Но это тоже интересная штука. Нет, это хорошо, да. То, что вы говорите, Сабр, низкая стоимость – это же внутренний рынок. Рынок, потому что у нас сейчас пока СТВ работает на внутренний. Наружу, да. Да, а сейчас, вот как Саулет сказал, статья 6.2, 6 по 6.4, как механизм этот заработает, я думаю, уже будут. Ну, даже сейчас и предпосылки уже есть инвесторов, которые хотят заходить. Ну да. В принципе, вот статья 6 это, наверное, тема для отдельного я думаю, ее для отдельного подкаста. Не стоит. Это очень, и тем более, сейчас мне кажется, уйдем на 3 часа. Мне кажется, 6 статья, ее мало кто сейчас знает. Ее надо, она требует очень много времени изучения. Хорошо, тогда вот еще самое, наверное, последнее, что я вот хотел. Давайте каждый из вас, наверное, сколько вы гости, скажете какую-то ремарку, да, вот что вот вы вынесли сегодня, какие идеи, может быть, или какая проблема вас больше всего волнует, чтобы вы могли сказать. Вот давайте с вас теперь начнем. Хорошо. Наша вот основная тема – это леса. На сегодняшний день, как все сейчас говорят, леса – это легкие нашей планеты. Чем чище наши легкие, тем чище наш воздух, да? Я думаю, что да, будет, пусть это не ремарком, а зовом на действие. Берегите наши леса, и
наша планета будет чистой. Да, хорошо, отлично. Теперь Сабр. Да, мы говорили действительно про леса, но мало упомянули роль государства. Мгм. Да. Все-таки Казахстан что-то делает в этом направлении. В 2020 году было объявлено, что мы посадим 2 миллиарда деревьев. И, Кстати, да. вот, и, кстати, эта работа ведется. Да. То есть, ну, она не провалилась. Она, акиматы планомерно, сколько там положено, высаживают. Эта работа ведется. Вот. Похвалить нужно. Да, Согласен. точно. Похвалить надо. Второе, обязательно. вот за то, что я вот тоже хотел похвалить наше государство, это вот, как я сказал, было создано комитет по предупреждению ЧС. Да. Это очень большой шаг. И сейчас у них проблема, ну, это всегда, вот когда новый орган создается, у них проблема, они не знают, как действовать, как построить свою работу. Какие инструменты, да, должны быть у них, Да. как их применить и так далее. Да, вот здесь программа развития ООН могла бы помочь им. Потому что в настоящее время они должны разрабатывают подзаконные акты. То есть госорган не может действовать без правил, без каких-то регламентов. И вот в данный момент они это разрабатывают. И мне кажется, им очень-очень помогла бы ваша поддержка. От меня, наверное, такая будет ремарка, последняя, наверное, для наших зрителей на текущий момент, на текущий подкаст. Каждый человек должен помнить, что каждое его действие, они имеют долгосрочные последствия, хорошие или плохие. И, например, когда фермер использует свою землю, да, и очень экстенсивно, он постоянно не соблюдает севооборот, максимально старается оттуда урожай забрать и получить деньги, и потом эти деньги использовать там, на улучшение своей жизни, благосостояния и так далее. Но завтра его же дети, которые будут здесь жить, они не смогут больше воспользоваться этой землей, потому что она будет испорчена фактически, физически, да, истощена. И как бы он крадет богатство или будущее у своих детей и потомков. Вот этот вопрос очень важен, как мне кажется. Всем рахмет. Согласен. Да.